Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней цыпочки звучит так. Будете ли вы еще вместе? Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите его по имени и задайте такой вопрос. Буду ли я еще в паре, в отношениях? И назовите человека по имени. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, будете ли вы еще вместе? Говорю сразу, да, будете. Но, есть но. Но это ваше желание. Знаете, если женщина где-то пойдет на сговор со своей совестью, со своим сердцем, со своими, может быть, какими-то обидками, да, претензиями, если вы сможете договориться сами с собой, то эти отношения возможны. Причем возможны даже, вот знаете, в каком-то счастливом, да, с хэппи-эндом возможны. Смотрите. Здесь может быть несколько ситуаций, здесь как-то, знаете, не очень четко вышло. Может быть, вы на расстоянии сейчас находитесь, и вы загадали, будет ли еще встреча, будет ли еще у нас возможность быть вместе. Здесь 100% да, потому что именно женщина, вы добьетесь этой встречи, вы добьетесь того, чтобы ваши отношения шли дальше, развивались. Как-то вот, знаете, как будто бы вы рулевой, да, рулите процессом. Если вы расстались, и между вами тишина, пауза, там какие-то, вот знаете, закрытые двери, то тут тоже будет немножко другая ситуация. Во-первых, вы придете к тому, что вы простите, потому что есть что прощать. Второй момент. Поймете, что да, люблю, хочу, и почему-то я должна этого человека терять. И вы же сыграете главную роль в том, чтобы вы сошлись, примирились, вы найдете такие возможности, моменты, где можно будет с этим человеком встретиться, пообщаться, поговорить, заинтересовать, заманить и восстановиться в отношениях. Но что я хочу вам сказать? Тут у всех, и у тех, и других, да, отыграется такой момент, что у вас есть помехи. Помехи в ваших отношениях. Причем помехи достаточно серьезные. У кого-то это прям сама судьба вас раскидывает, да? А у кого-то вот прям конкретный человек стоит и вам мешает. Женщины, мои милые, это я вот прям вам говорю, неважно, кто вы, сколько вам лет и что происходило в вашей жизни. У вас есть враг. Вот как хотите, это именно ваш враг. И эта женщина, ваш враг, она вам мешает. Она вас, поедом ест, понимаете? Она... Вот у нее как кость в горле, понимаете, вот такой момент. И эта женщина своей энергетикой, она, кстати, может даже что-то делать, ходить, там деньги какие-то даже платить за это дело. Она вот прямо вас изничтожить решила. Вы с ней не общаетесь. Либо вот у вас вот что-то случилось, да, вот она там разобиделась, разругались вы, а может быть и в принципе ваши отношения начались с какой-то ругни. Но в общем вы должны это знать, вы должны это понимать. И вы должны предпринимать какие-то действия, защищать себя, делать обереги, что-то вот знаете прям... булавочки, да, обязательно носить, чистить себя почаще, молитвы охранные, писать, читать, да. Я вот всем советую всегда с собой, вот своей рукой написать на бумажечке 90-й псалом живой помощи и всегда его с собой вносить. В сумке, в кошельке, в кармане, да, может такой маленький амулетик там купить, положить внутрь. И он вас будет защищать. Эта женщина, она какая-то психически неуравновешенная. Эта женщина, она себя доведет до очень больших неприятностей. Но пока это случится, она отравляет вашу жизнь. Она для вас очень токсичная идет. И ее вот эта злая, негативная энергия, она вам в жизни мешает. И много проблем создает. Что касается, может быть, у кого-то, кстати, это разлучница, может быть, соперница ваша, да, которая как бы ей даром этот мужчина не нужен, но тем не менее она делает все, чтобы вам с ним не быть. Вот все, да, он говорит, вот я поперек лягу, да, но вот не будем вместе. То есть тоже может отыграться. В любом случае вам нужно себя энергетически защищать от этой женщины. Так,
Вот по поводу ваших отношений, взаимоотношений. Я вижу, что любовь есть на самом деле. Любовь есть, и она, может быть, сейчас у кого-то, ну, отошла на второй план, под сердце, да, скажем так, спряталась. Но это чувство, оно вошло уже в вашу жизнь, оно уже в крови. И у вас, и у мужчины. Как бы вы там ни отказывались, ни отворачивались друг от друга, что бы ни происходило, какие бы там помехи, люди, ситуации, обстоятельства, ничего эту любовь вытравить из ваших сердец не может. Здесь отношения будут восстанавливаться. Вы еще не все друг другу сказали, вы еще не всему друг друга, вернее, обучили, да, передали, недолюбили, да. Еще предстоит вам исходиться и объединяться и разговаривать. Мужчина слабенький, сразу говорю. Мужчина тут, видите, по размеру меньше, чем вы. Он слабенький, вы сильная. Все будет зависеть от вас. Как вы того захотите, так оно и будет. Мужчина вам и вашей воле сопротивляться не может. Вообще не может. Вы его однажды покорили, и теперь он навеки ваш. Ну, как-то так. И еще раз говорю, не важно, что сейчас между вами. Это вообще ни о чем. Помирились, поругались, это нормально. Если вы смотрите на какого-то бывшего, который сейчас, например, может быть в браке, разведется. Разведется и вернется. Потому что он там в браке находится, он может говорить, да, у меня все классно, у меня все хорошо, а само кошки на душе скребут. Потому что она не вы. И она вами никогда не станет. И он это уже понял. И он уже об этом жалеет. Понимаете? Может быть, зачем-то там искусился, погнался, и на такие огромные грабли наступил. Так его больно треснуло в лоб. Сейчас вот он подушку плачет, тоскует о вас, думает о вас. Кстати, может быть, снится вам. Вот если снится, значит, что вот эти моменты особенно он думал о вас, и особенно он переживал. Здесь отношениям быть вопреки людям, желаниям, обстоятельствам, даже самой судьбе. Вы сильная, вы можете добиться всего, чего хотите. Себя спросите. Здесь я вижу, что вы обиженная. Здесь я вижу, что что-то произошло серьезное в вашем прошлом, либо в ваших отношениях. Может быть, даже вы сейчас обижаетесь на мужчину, что он неактивный, да, сидит где-то там далеко от вас и не предпринимает каких-то более активных шагов на то, чтобы сблизиться, сойтись и быть с вами вместе. Но вы добьетесь. Вы добьетесь. Эти отношения будут держаться именно на вас. А любовь это обоюдная. Так что, мои дорогие, знайте, все случится, когда вы этого захотите. Как только вы действительно по-настоящему захотите примириться, вернуть этого человека, он вернется. Сразу же вернется. Без всяких лишних вопросов, разговоров. Потому что он ваш, а вы его. Это любовь. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.